Добрый вечер выходного дня, друзья! Мы на канале Якутия-24 в программе «Просто вкусно». И, как обычно, мы находимся в ресторане «Мусхая» в гастростудии у нашего друга Семена Тарбахова. Семен, привет! И к нам сегодня в гости пришел исполняющий обязанности мэра города Якутска Евгений Григорьев. Привет, Евгений. Привет. Да. Так, у нас формат передачи такой. Мы, мужики, собрались на кухне, решили что-то приготовить и между делом разговариваем. С чем ты к нам сегодня пришел? Ну, я сегодня к вам на кухню пришел с мясом. Ага. Здесь тоже не все так просто, как казалось бы. Я вижу. Да, я в принципе не частый гость на кухне, но с голода не умрусь. Я могу приготовить какую-то базовую еду. Это как человек студенческий, общежитие проживший, я умею. Но вот такое мясо я буду готовить первый раз в жизни. Но тем не менее, вот давайте попробуем. Так, я так думаю, это какие-то стейки, да? Да, Это у нас получается Это какие-то стейки, по-моему, даже рибай такой. стейк рибай зернового откорма, как видно по жировым у нас. Да. Самая мужская еда, я так считаю, одно из самых моих любимых блюд. Так, ну если ты никогда этого не готовил, да, может быть, ты сразу возьмешься за это, потому что мясо можно испортить. Да, Семен? Или как? Давай я вам покажу. Да, может быть так. это? А может смотри, у нас 3 стейка, да, может быть так сделаем. Типа некий челлендж. Евгений одну, ты одну, я одну. Давай. Ну и посмотрим, у кого что выйдет. Посмотрим, кто выживет. Да, посмотрим, кто выживет, кто не отравится, потому что по-любому мы будем это готовить, потом съедать. Ну и я, например, рибай, стейк люблю medium rare, вообще с кровью. Да, вообще Да. желательно есть, конечно, стейки средней прожарки. Да, средний прожарок, medium. Кто-то вообще любит прожарки рэр, это, грубо Да. говоря, Вообще с кровью. приложить ее на сковороду, Вот, я буквально вот так дать люблю. маленькую корочку и все, буквально. И с бокалом крас. Да. Ну давай, что, Давайте мы приступать? приступим. Давайте уже готовим. Давай. Давайте приступим. уже, время идет волыми. А на гарнир мы давайте сделаем просто тушеные овощи к мясу. Ага. Давай, тогда мы потихоньку открываем. Мясо же, по-моему... Что надо сделать-то? Открыть? Оно Открыть. вот, как я посмотрел YouTube. Так ты уже прошарился. Я ж человек, понимающий, что Современная информация. сначала нужна теория, и относительно теории, вот сейчас проверим, кстати, так оно или нет, мясо должно отстояться. Мясо должно у нас Подышать? подышать и дойти до комнатной температуры, и тогда оно будет правильно жариться и сочным. Это так? Да, это правильно. Ну, Но правильно. там загвоздка в чем, что если у вас мясо замороженное Да. в домашних условиях, конечно, это лучше достать заблаговременно, чтобы мясо отошло, остыло, как говорится. Еще самое главное, нужно приспустить его бумажным полотенцем, чтобы лишняя кровь у нас ушла. Влагу, Да. чтобы это, да? И это буквально делается просто вот так. Ага. Мясо у нас прохладное, нужно, чтобы оно полежало, дошло до комнатной температуры. Вообще Ну, стейки... давай, ты показывай, да, а мы... да. Я все время в передаче люблю говорить, у нас в России все как обычно. Один работает, двое смотрят. Евгений, вопрос сразу, да? Раз уж ты в нашей программе находишься, расскажи немножко о себе. Ты откуда, родом, родители, все такое. Немножко введи в курс. Ну, я вырос в городе Якутске. Ага. У меня родители, отец Вилюйский, Бапагайский наслед, мать у меня, мама с Чурапчи. Там у меня родственники чурапчинские, это Мрыла, и значит, рядом стоит на границе Татинский улус, и вот Каилар, Элегелер. Вот. И ты, получается, вырос и рос в Якутске. Да, я с 5 месяцев живу в Якутске, и вот каждый выходной, говорю, каждые каникулы я в любом случае у родственников. Летом. В деревню? Да, в деревне, однозначно в деревне, поэтому спокойно разговариваю на якутском. У меня куча Ну, родственников. то есть, с той же получается, группы. воспитание якутское. Да, воспитание якутское. А учился где? Учился я, сначала учился в 7-й школе, несколько, непродолжительное время в 1 классе, потом учился... Куршова? На Короленко, Курашова, да, между ними 7-я школа, потом я в Якутскую городскую национальную гимназию к Николаю Константиновичу Черяеву по 5 класс там учился, потом 6 класса я учился в республиканском колледже у Ивана Ивановича Шамаева. Надо солить и перчить.
Да. В Ютубе было А, так. Вот это если- Арфумыша, которая? Да. Ага. Да, вот мы дошли, грубо говоря, о детстве. Вот я хочу задать вопрос, да. Что именно нравилось тебе в детстве? В детстве? Кушать? Именно вот, Кушать? да, самые любимые блюда. От праздничного до домашнего. Слушай, ну вот я в детстве, когда в деревню уезжал, утром делали кюрчах. О, Деревенский хлеб и кюрчах – это вот вкус детства прям. И, ну, это вот самое то, что такое теплым отдает. Наверное, вот это вот, да. кырчах. Кюрчах, да. А сейчас кырчах кушаешь? Да, конечно. Конечно. Сливки сам делаешь? Ну, бывает, сам делаю, да. Сейчас же благо продаются они. Все, а так, это я нам проблему. Ясненько. Ну, готовить любишь? Готовить, ну, здесь нужно четко понимать, то, что на готовку время требуется. Да. Да, и я не прочь летом там плов сделать или что-то такое. Ну, понимаешь, я люблю готовить не обыденное ежедневное блюдо, Ага. ну, а типа так, с каким-то провождением времени. А, ну с Да, чем-то, да. ну процесс, короче. Процесс, да, мясо То пожарить. есть, получается, для родственников, для друзей, для Шашлык, семьи, да? да, вот если у нас мы с семьей собираемся, то старший за шашлык это я. А вот Так, если Семен, не, объясни, как что это? если не секрет, какой у тебя маринад шашлыка самого? Маринад, ну тут по-разному. Я бывает делаю просто в луке, много лука. Бывает делаю в кефире с луком. Ну, по-разному, от мяса зависит. Ты, Семен, рассказывай, как Соус. это. Ну, Ну, сейчас, ты же это- сказал, это- у нас некий маленький челлендж, так что А, вы ты- просто смотрите. да, А, ну каждый, как бы, да. каждый выживает Уже- как может. Уже свои эти пошли. Я да? уже освоился. Да, так. И Так, самый лучший кусок, конечно, Понимаешь, выбрал. хорошо еще не отвернулся показывать. как Да, это. такой, да. Хороший. Ну, я коротко расскажу, да. Ага. Вот у нас есть тут такие жировые сплетения. Ага, прослойки И, такие, да, прослойки. И их лучше вот так ножом подбадривать, потому что после тепловой обработки они могут сжиматься. Стянуться, да? Да, стянуться. А, ну то есть сжиматься. как бы ты их... Да, я предварительно просто кончиком ножа вот так. То есть как-то такая некая хитрость, да? Да. Буквально можно так подбить ее. Мы, конечно, это не срезаем, потому что это у нас, это наш, это у нас вкус. Самое то, да? А насколько ты понимаешь, когда уже достаточно или нет перчить и солить? Ну, это уже, вот как я тебе задавал вопрос, да, это все равно, как каждый человек, каждый повар, шеф-повар смотрит, как он любит. Вот ты, говоришь, замачиваешь в луке, в кефире. Кто-то любит побольше перца, прямо чтобы она как шуба лежала. Кто-то понемножку, кто-то солит в конце, кто-то в начале. Конечно, мясо лучше солить в конце, но и все равно можно ее немножко так присолить, как говорится. Присолить. Да. А мясо же, ну вообще мясо солят в конце, потому что ну, она влагу забирает, да? Да, влагу забирает, но у Заранее. нас достаточно жирное мясо. А, ну то есть не успеет. Ясненько. Евгений, вот так получается. да, я... Так, вопрос про Арфумыша. Но Вот, Арфумыша был РК, потом РЛ, потом РЛИ, да? Мой сын закончил в прошлом году РЛИ. Да. И где учитесь? Иван Иванович меня тоже всю дорогу звал, когда я в школе учился. Я олимпиадник, там все дела. Говорит, о, ты в Арфумыша, девочки пошли учиться, а я почему-то нет. Я в Тюнгуле так и остался учиться, да? Что, вот мой сын закончил, сейчас с такой теплотой все вспоминает, да? Что для тебя РЛИ? Ну, РК Арфумыша. ну, для меня РФМШ это вот это как колыбель. Как колыбель, в которой нас очень много внимания нам уделялось. Очень много внимания в школе. Вот если сейчас посмотреть, я с 6 по 11 классом отучился и был все это время окружен такой вот аурой, да, приятной со стороны преподавателей, учителей раз. И второе, это сама среда, которую формируют дети, которые там учатся. Ну, то есть среда. Да, такая, у нас постоянно были математические бои, у нас была декада физики, декада математики, декада биологии. Весь учебный процесс сопровождался какими-то активностями, связанными не только с школьной программой, но и олимпиадные вещи какие-то. Поэтому был очень хороший интерес к учебе. И вот эта вот такая теплая атмосфера, она у меня сейчас вспоминается как колыбель, она зародила базу, это интерес к знаниям. Вот реально, породила интерес к знаниям и ежедневно охота узнать что-то новое.
Вот эта школа моя заложила. И плюс школа уже Иван Иванович, наверное, его вот уникальность, он много времени посвящал, чтобы общаться с нами. Общаться на тему не математического анализа или геометрии, а на тему развития Якутии, патриотизма. И, ну, и вот эти вот его разговоры, они, конечно, пронизывают все школьный процесс, который мы там учились. Поэтому вот и то, что мы в основном выпускники РК уезжают в центровузы, может, он к этому нас готовил. И вот сейчас по прошествии лет можно понять, что он готовил нас к этому. Что мы все уедем, но... Целенаправленно. Да, и чтобы не потерялись там. Да. Мой тоже закончил сразу в Питер. Говорит, нет, я говорю, тут не останусь, я говорю, буду там. Куда? Я говорю, Бронч-Бруевича? нет, он поступил в ИТМО, питерское институт. Хорошо. Да, ну он программирование выбрал и говорит, это Россия самая лучшая, говорит, Да, я бы туда хочу. сейчас это будущее. Ну, да. Так, а между тем у нас Семена уже одна сторона готова, кажется. Тут самое главное придать колер, то ли цвет, можно сказать. Потому что без корочки все-таки это мясо не получится. То есть сначала сильный огонь, да? Да, тут придать корочку. Ага. Затем я, получается, добавлю сливочного масла, добавлю травы, чеснок давленный, не шинкованный. Ага. И все это у нас получается... тоже для аромата только. Это аромат и вкус, все придаст. Так, мы, получается, ждем буквально еще секунд 30. И готово. Да. Ага. Я вот хочу, получается, спросить фирменное блюдо твоей семьи, ну или твое, там прям, чтобы она стояла апофеозом, семейному застолье. Что ты можешь сказать? Ну, у меня, в принципе, мама и жена хорошо готовят, поэтому где я окажусь? А если я у мамы оказываюсь, то у меня мама практически все, что угодно может приготовить, и все это будет вкусно. Ну да. Поэтому это, если я сейчас выделю какое-то одно блюдо, ну, я все люблю, то, что мама готовит. Манты классные получаются вообще. Да. Мои манты любимые блюда. Да. А вот жена готовит тоже вкусно, тоже молодец. И в последнее время вот нам нравится, мы готовим хинкал. Хинкали. Аварский хинкал. Ага. Ну, это получается как якутский суп, просто все отдельное. Мясо отдельно, тесто, тесто дрожжевое, ну, такое пышное. Вот это вот сейчас очень Она заходит. вот вымачивается в бульоне, Да. и тесто само уже свойственно Да. со своим же Очень вкусом. простое блюдо, оно готовится очень быстро, ну, вкусно получается. Мясо, главное, чтобы хорошее было. Ай-яй-яй. А масло для чего делается, Семен? Масло это у нас получается соединяет все вкусы, Ага. дает также дополнительный вкус, потому что во многих все-таки это стоит у нас, Опа. как вы видите, это классический способ приготовления стейков, филе. Вот так мы, получается, обмазываем все маслом. Нормально Видите? получается. Сейчас Видите, вот у меня есть. получается то, что я поставил чуть на маленький огонь, но сковорода у меня уже горячая. Ага. Тут главное Убавил огонь до да, тройки, да? да. И тут самое главное не довести масло до коричневого цвета. А, ну чтобы она не горела. Не горчило и не горело. Ага. Это у нас получается вот. То есть пережарить, перегореть. Да, может все перегореть. И получается у нас А, вот с этой стороны тоже ты добавляешь. мы все добавляем. Трава у нас снизу, сверху. Ну, обычно же в ресторанах так приносят, и стейк закажешь, так сверху так травка лежит. Да, это Вот тоже как бы Это как для, да, по-моему? получается, клиент уже встречает блюдо не только взглядом, но и также ароматом. Потому что как это все складется на стол, это у нас получается... Несколько чувств, чтобы Да. врубились. Пахнет вкусно. Да, Очень вкусно, да. да. Мы тоже в обед только кушали, нормально. Да. Скоро будем, скоро будем. Да. Евгений, сейчас будет твоя очередь скоро. Ну, я тогда начал. Да, ты уже можешь Да, начинать. ты уже можешь начинать, да.
Дай мне ножик, я время зря не терял. Тоже. Да-да-да. Вообще, вот я же учился в инженерном вузе, первый вуз МГТУ. Ага. И все, что самое важное, можно вынести как инсайт, не касаемый инженерных, вот профильных знаний. Это способность быстро учиться. В современном мире очень важно уметь быстро осваивать информацию и из нее делать уже какую-то методологию, применять ее в жизни. И готовка это ну, вот больше, наверное, не теория, да, а больше методология, то есть это из практики приходит. Одно дело, вот тебя учат считать уравнения, да, ты сначала смотришь теорию, а по готовке это ж, ну, у каждого сам себе гораздо, то есть я потому что многие сейчас, наверное, смотрят и говорят, вот они неправильно, нам надо делать так, да, главное, чтобы было вкусно. Ну, да, технологии-то разные, всякие разные, наверняка есть. Как Вот я смотрел сюда, когда ехал, в Ютубе два варианта приготовления стейка. Два абсолютно разных. В одном жарят по 1,5 минуты с каждой стороны, и потом на 180 градусов в духовку на 10 минут. Да. Ну они просто корочку добавляют резко-резко, да, и Да. потом готовят. А в одном вот так вот стоят и жарят. Причем, как бы, с одной стороны, сейчас я могу сказать, мои учителя теоретически это Гордон Рамзи, и второго Оливер, как зовут? Оливер. Джейми Оливер. Джейми Оливер, вот так Джейми вот. Оливер. Знаешь, я как бы ни у кого попал учусь. Не, ну это крутые ребята, конечно, да. У них свои кулинарные шоу, нам до них далеко. Но, как говорится, ничего. Надо же с чего-то начинать. Да. Да? Все, мы Мы готовы. тоже будем учиться. А у тебя уже готово, пусть Да. это отойдет, Где моя подойдет. сковородка будет? Здесь стоять? Там же? Я уже заканчиваю. Твоей же сковородки, да? Не, я думаю, Ты новую возьмешь надо новую? брать, потому что... Можешь, пожалуйста, передать тарелку. Тарелку ты уже это, сервировал? Ну, мы не будем прям сервировать, мы попробуем. Не, ну ты пока выложи просто. Да. Мы выложим, стейк как раз должен отдохнуть 5-10 минут. Да, потому что горячим ни в коем случае нельзя подавать, Да. по-моему. Э, Чтобы клиент, не дай Потому бог, что не- вытечет весь сок, Он должен свойственно, разойтись. он должен постоять, как говорится, отдохнуть. И мы вот этим остаточным немножко. Так, и тут десятку, да. Максимум. Все, а я сделаю так. Сейчас у меня Как Гордон Рэмзи? Да, А, он вот так. А я тоже планировал так делать, черт. да. Теперь у меня третий вариант какой-то. Да. Так, он как Джейми Оливер, ты как Гордон Рэмзи, а я, получается, как Петр Спанин просто. Хорошо. Ну, видишь, тщеславие не занимать тоже. Это у нас оливковое же масло, да, Семен? Да. Вот, зеленое оливковое. Так, Евгений, по работе ты занимаешься отчасти и дорогами, занимался же, да? Да, А ездил. сам любишь ездить? Да, обожаю. Это Обожаешь? одно из моих любимых мероприятий вообще. Ездить То есть за рулем. водить любишь? Именно Либо водить. автопутешествие? И то, и другое. Мне повезло 2 раза в жизни. Я приехал из Москвы до Якутска 2 раза. Объездил все Черноморье В смысле, на машине. машину да. перегонял? Да. Ну, в смысле, на машине ехал? Да, на машине ехал. да. Ага. Поэтому автопутешествие – это моя слабость. А, ну, я так думаю, не часто получается у тебя. Сейчас-то уже, да, конечно. Сейчас вот мое автопутешествие. оно- А на чем ездишь? Ну, и зимой я езжу, у меня старый Land Cruiser. Ага. В тот раз мы ездили, скоро его, наверное, увидите на телевизоре. В телевидении тоже появится он. А летом у меня есть моя любимая машина. У меня есть Toyota Mark II Tourer V. Это моя слабость. Тавр? Да, Вэшка. Ну, живущие в Якутске поймут, Вэшка. Вэшка? Вэшка. Понятно. Ну, я знаю примерно, что это такое. У моей жены была Марк-2. Да, Вэшка. Да, да. Для девушки ну, такая машина. Рвущая машина, конечно, Да. жесть, конечно, да. Вообще люблю машины. Люблю машины. Много машин было, и это моя страсть машины. Ну, скажем так, типично мужские развлечения. Типично большие игрушки больших мальчиков, да? Да. Ага. Слушай, а ты же говоришь, что как бы с деревней связан со стороны Да. родителей, да? Да. Значит, и охота, и рыбалка это твое, или как? Конечно, охота и рыбалка – это отличная возможность не только чего-то добыть, да, но и перезагрузиться, уехать на природу на несколько дней в окружении близких тебе людей. Это дорогого стоит. Поэтому здесь
Мне охота не сколько ради даже добычи, да, а сколько ради самого процесса. Обожаю охоту. А что ближе, охота, рыбалка? Охота. Охота? Охота ближе. К сожалению, к рыбалке я в том формате, который она сейчас есть, я присоединился к зимней рыбалке впервые в этом Молодец, году. молодец. Я Семен прикалываюсь. Он, смотри, как это творит, а? Я пока так не умею. Да-да. 1-0. И у нас челленджи, видишь? Стоит очки зарабатывает на камеру, черт. Молодец. Ага. Продолжай, я тебя перебил. Да. Ты убавить огонь хочешь? Да. Ну, нажимаем сюда, на пятерку поставили. А это 0. Все. Ты там гриль будешь делать? Да, я хочу потушить овощи Понял. мимоходом. Так, возвращаясь к рыбалке. Летом рыбалка и вода, это, конечно, это по-любому ловится, не ловится, но с удочкой надо куда-то съездить. С спиннингом. В этом году впервые был на зимней рыбалке. Все серьезно, палатка. Я думал, это что за... вообще отморозки ездят туда, думал, реально. Да? Ну, минус 40, это в палатке. Оказалось, очень занимательное дело. Было бы больше времени, я бы, наверное, уже несколько раз ездил. Там своих... ну, ты рыбачишь так, нет? Ну, у меня руки мерзнут, поэтому нет. Нет, там отдельный процесс, там под воду камера. Что только не происходит, там целая история. И поэтому будет шанс, я еще порыбачу. Ну, сейчас вот как раз сезон начинается. Да. Это мне? Да. Это тоже можешь там положить уже? Подожди, спасибо. Как говорил мне мой учитель, Гордон Рамзи, надо жарить и по бокам тоже. Вот так даже. Поподержать, да? Он прямо так делал? Семен, ты так делал? Нет, он Нет, я не делал, потому что такие стейки боком обжариваются обычно медальон, где здоровый, больше, да. Квадратная форма. А больше. тут он тонкий получается, и то, что Нет, мы видим, то, что это мясо все скворчит, это у нас получается, в принципе, надо почти не надо. Все. Так, Ай-яй-яй. берем ложку, растительное масло. Да, это Рэмзи тоже так делал? он делал, да. Вот чертяга. Здесь не поспоришь, здесь все именно как по книжке. Осторожно. Вот, по ютубчику, да? Да. Так, про охоту я хочу спросить. Все-таки ты сказал, что больше тебе процесс, а все равно, какой самый большой трофей? Ну, я бывал на охоте, на которой добывался лось, косули. Ну, я сам не стрелял. Я из законная тех- охота, получается. Да, Коллективная я из тех, кто был рядом. Ты смотрел, как стреляют? Я был свидетелем. Я был в доле, но я был свидетелем. Я не стрелял, да, вот так вот. А так я, конечно, люблю по весне. Самая ожидаемая охота, как для многих из нас, это весенняя охота на утку. По перу, да. Конечно, потому что после долгой нашей зимы возможность уехать с близкими тебе людьми на природу, провести несколько дней в отдалении от суеты, от быта, это, конечно, дорогого стоит. Поэтому здесь я сторонник весенней охоты. Ну что ж, неплохо вроде получается, да? У меня такое ощущение, что не в обиду Семену, у тебя покрасивше почему-то. Ты что добавил? Красное, смотри. Я просто договорился заранее. Договорился, да? Дух Рэмзи не помогает. Ай-яй-яй. Да, ребята, вы все-таки готовите клево. Я не знаю, что у меня получится. Мой учитель говорил, что таким вот образом Твой учитель? да, происходит карамелизация, и мясо становится, вот именно начинает выглядеть красиво. Не поспоришь, он был прав. Да. Но там тоже, видишь, у тебя масло желтого цвета, скоро на коричневом Всё. уже будет это. Оно готово. Готово? Да.
А бывают же такие штуки? Я с Штатов такую штуку принес, вот такой термометр, Да, термопар. это такой, называется термощуп. У нас Да, есть да, такая? термощуп, У нас есть термощуп, да. такая? Термощуп. У нас такой нету, Если но нет там температура, да. термощупа, Ну, здесь, есть- смотри, здесь можно, как Определить по говорил мой пальцам. учитель, да, А, вот так что-то там нажимать, как оно нажимать? все ровно. Да, это Всё ровно, да? Вот это у нас полная прожарка. Итак, друзья, быстренько Средняя. теперь я. Да. Да, а вы сейчас поговорите, я сейчас буду делом заниматься. Так, мне нужна тарелка. Так, сервировать, Тарелка да? вон лежит. Вот. А я тоже как бы немножко вот так порежу. Мгм. Семен, наверное, сам так делал, скорее всего, это. Я просто никогда не видел, что так делали. О, Для первого раза. Ну, главное сейчас попробовать на вкус, но выглядит нормально. Это что, ты на всех делаешь, да? Да, мы не Нам будем это много- готовить, да. Много мы и не просто- надо. Да, самое главное, нам мясо есть, каждому вот столько, мне кажется, хватит. Да. Петя, не подкачай, говорят, ну, как говорится, как Бог даст. Да, спасибо. Может, вы перейдете на свою конфорку? Шутка. Да, я перехожу на свою комфортку. Так, на свою конфорку, а я добавляю до 8. А, нет, подожди. Как мы делаем-то? Вот так и вот так, да? А, вот так. Все, вот нижнее подчеркивание должно выйти. Евгений, как относишься к якутской кухне? И как, на твой взгляд, ты наверняка ты много где бывал, да? Ну, я бы не сказал, что много где бывал, но кое-где побывал, да. Ага. Вообще кухня абсолютно разная, нравится мне. Из местной кухни, конечно, обожаю я все, что связано с жеребятиной. Нравится. Нравится мне строганина, нравится мне... Хаха-хартаха. Да, ну, по-любому, да. Это без этого никуда. А вот если сказать так вот из разных кухонь, что мне нравится, ну, мне нравится итальянская кухня, пасты все различные, да, мне нравится лазанья хорошо приготовленная. А как считаешь, якутская кухня конкурентоспособна? Ну, по-любому, конечно. По-любому? Конечно. А почему итальянскую кухню знает во всем мире, а якутскую? Ну, потому что итальянцев чуть-чуть побольше, чем нас. Дело сейчас поправимо. Мы же, смотрите, мы вот об итальянцах весь мир знал еще тысячи лет назад. Потому что они везде там Ну, шарахались. потому что, да, у них А же... мы тут сидели и А затаились. 150 лет назад вот наши с тобой предки, они, наверное, жили еще ну, в своем Аласе, там где-то так, отдаленно, ну максимум в Якутске, да, и о нас, о существовании нас вот могло знать только ограниченное количество людей, которые как-либо пересекались с нами физически. Сегодня мир уже другой, сегодня новый технологический уклад, и сегодня о нас, как о нации, о нас, как культуре, может знать весь мир. И мы, собственно говоря, делаем все, что для этого надо. Сегодня мы уже догнали все нации мира абсолютно по уровню внедрения информационных технологий, по уровню того, что мы делаем. Поэтому, я думаю, время того, чтобы тиражировать нашу кухню в том числе, оно наступило. Вот да, я почему начал этот вопрос задавать, да? Туризм в Якутию. Да. Именно конкретно в Якутии. Я не имею в виду, я знаю, что российский рынок, например, туризма растет, да? Ну, то есть внутренний туризм, он очень сильно растет. Вот. А якутский, какие, как считаешь, ну, кроме традиционных, что бы мы сделали бы таким, чтобы на экспорт? Потому что все-таки сырьевой рынок, он, скорее всего, На экспорт? На экспорт? Ну, вообще, в принципе, если говорить о экономической составляющей, формирующей бюджет города Якутска, как и республики в целом, то, конечно, мы здесь не сможем в долине Туймада и в близлежащих улусах говорить о каком-то рентабельном производстве, которое можно вывести там на уровень даже России всей. Да, у нас в основном наше любое производство, которое здесь связано, оно направлено на внутренний рынок. О больших объемах речи говорить не приходится. Поэтому для того, чтобы заработать дополнительные деньги и выходить на рынки, это должен быть высокоинтеллектуальный продукт. Это должен быть продукт, добавленной стоимости которого больше интеллекта, нежели материала. Да, да. Тогда- Себестоимость как бы Да, повышается за счет этого. тогда это повышает. Вот почему алмазы очень выгодно заниматься. Потому что в один чемодан
алмазов можно положить столько, сколько стоит вся страна в целом, да? Ну, грубо говоря, да. Условно, какая-нибудь маленькая. То же самое, кстати, и относительно интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность сегодня стоит очень дорого. Сегодня, для сравнения, если спускаться, возвращаться к цифрам, то IT-рынок – это то будущее, которое может изменить уклад и развитие народа Саха в принципе. Потому что сегодня уже есть две, и третья компания выходит на международный рынок. Это Арсен Томский, его команда. Индрайвер. Да. Это Майтона, братья Ушницкие. И вот сейчас еще Фантастик 8, по-моему, компания называется. Они вот The Day Before After сейчас игру выпустили, и до этого у них была игра Редидит. Вот они уже выходят на международный рынок. Я к чему это говорю? Вот только для развития Якутска за 2020 год компания братьев Ушницких Майтона в виде налога НДФЛ, который остается в местном бюджете, идет на развитие города, принесли 50 миллионов рублей. Молодцы. Да, клево. Я не знаю братьев, лично не знаком, но вот когда я ознакомился с цифрами формирования бюджета города, это очень важно, и это молодцы. Они же все деньги зарабатывают за пределами республики. Так-то да. Да, сегодня, часть. сегодня даже блогер любой, который работает на Ютубе и вещает на, канал его работает на весь мир, он для Якутии очень важен, потому что он зарабатывает деньги извне. Ему YouTube в долларах платит. Да, ему рекламодатели платят в рублях, которые никак не связаны с бюджетом республики, города. И эта добавленная стоимость, это вот тот капитал, на который надо ориентироваться. Сегодня развитие Якутии непосредственно связано с интеллектуальной, знаниевой экономикой. Это то, что надо делать. Ясно. Спасибо за развернутый ответ. Ну да. Очень длинный и развернутый ответ. Пора Спасибо. есть. Спасибо. Так. А вот, хочу тоже сказать, вы жили где-нибудь, может, за границей или, может, в других регионах? За границей я не жил. Я уехал 16 лет студентом в Москву и до 32, почти до 33 я жил в Москве. А как вам именно московские рестораны? Московские рестораны? Да. Ну, я, если честно, не особо ресторанный человек, но, в принципе, Я готова. Да, я не, такие же, как и в Якутске, наверное. В плане того, что их там больше, это да, в плане того, что там есть какая-то кухня, которая специфичная, да, она же, чем больше рынок, тем больше предложений. Какое самое экзотическое блюдо доводилось пробовать? Обезьяньи голову, там говорят, Не, таиландцы кушают, нет, да? Такого не было. Червей каких-то там, Нет, такого собак. Когда Такого мы собак кушали. Собак тоже не ел. Самое экзотичное блюдо, это, наверное, акульи, вот эти вот плавники, да. Суп из акульих плавников. Да, Ну, суп. деликатес считается. Да, пробовал. Да, побольше лобстера. Блин, это мне надо уже вытаскивать, а она уже в масле лежит. Спасибо, Семен, за тарелочку. Так, мое уже готово. Я люблю реально рэр. Вот так я его вытащу. И что, каждый на свое место. Чуть-чуть гарнира. И пробуем. Это Это я не передать знаю, мне это лук? для общего. Может, кому-то лук, да. Да, помаринуем лук можно. Можешь передать Вот это? прибор? Приборы? Все. Сумму. Я только завтракал, поэтому... Да, давайте давайте, смотрите, ребята, у нас стейки уже готовы, мы знаем, чей стейк где, но при этом я, смотрите, предлагаю, знаешь, какой такой сделать. Семен, посмотри просто наверх. Просто наверх, да. Я тайком указываю, ты называешь либо себя, либо Евгения, либо меня, да? Вот это чей? Петр. Ага. А вот это кто будет кушать? Вот это будет есть я
Хорошо, все, тогда, соответственно, Евгений даем. Ну, мне мое досталось. Я от шефа ем? Да, вы от шефа, Семен, ты вот это. Ну и пробуем и говорим. Я, конечно, победил, тогда получается. Да, Семен оценивает. Давай, по очереди. Корочка хорошая. Ага. У нас... Прожарка medium rare. Нет, это у нас medium. Medium, Medium. да. Ага. Мясо. Так, оцени свое, а у тебя well done чуть ли не. Говорить времени нет, У меня я ем. ровно medium. У тебя ровно medium, да? У меня это вилка не досталась мне. Третью подлянку Семен мне устроилась, ну хорошо. Я выиграл. А у меня вообще, смотри, ну мне почти что тут medium получилось, потому что я видел, что она тонкая. Хочешь сравнить? Я попробую. А тут у меня должна получиться rare вообще. О, смотри. О, Семен. Вообще, конечно, получилось. Реально получилось вкусно. И победителем сегодня у нас становится... Тут можно сравнить. У тебя более-менее с кровью. Ага. У меня вообще rare. У тебя Я вообще специально rare. rare делал. У меня ровная прожарка до средней Medium. степени. Да. Короче, грубо говоря, у тебя medium, rare. Да. Так? Видишь, я реально полторы минуты, и у меня вот вообще И все в крови стейки получилось. нужно резать наискосок. Нужно резать наискосок? Да. Почему? Ну, порезали так, как получилось, да? Объясни, пожалуйста, это же гарнир, да? Ну, потому что, смотри, и у тебя, да, это у нас, можно сказать, гарнир. Если ты режешь, у тебя они тонкие получаются. Ага, спасибо. А тут более-менее широкие куски. Ну, то есть это своя такая эстетика получается, да? Да. Ну, будем знать. Издеваемся и кушаем. Я сам люблю вот именно такой прожарки. Я историю могу рассказать. Ездил по работе в Штаты, 14-й год или 13-й год. Ну, у меня Карифан там в Нью-Йорке живет. Он говорит, а ты знаешь, говорит, ты же любишь стейки? Ну, я говорю, да. А ты знаешь, говорит, что есть Питер Люгер ресторан? А я говорю, а что такое? Говорит, ну, говорит, немцы сделали, говорит, в 19 веке, 1800 какого-то года, говорит, и открылись, и с тех пор, говорит, только стейки жарят, больше ничего. Я говорю, а сюда попасть? Говорит, нет, вообще нереально. Очередь за 2 месяца, 3 месяца, короче. Я говорю, во всех культовых американских фильмах, говорит, даже говорит, клан Сопрано, говорит, они специально с Джерси ездят, в Нью-Йорк, короче, в Бруклине стоит ресторан, кушает, говорит, Питер Люгер. Ну, и долго не думая, прогуглил, в наглую туда поехал и в баре сижу. Говорят, нет, мест нету, извините, пожалуйста. Я сижу, пиво немножко потягиваю, и этот консьерж, парень, мужик, в возрасте, лет 60, он говорит, слушай, говорит, ты казах? Или, ну, по-русски говоришь? Оказался русский, короче. Он такой, да. Он такой, а что пришел, говорит? Ну, я, этот, бедный студент, ну, чуть ли не так, говорит, только вот начал работать. Говорит, услышал про историю, говорит, Питер Люгер, хочу, говорит, это, мясо попробовать. Говорит, Бедный студент? Да. Вот там попробовать дорогие стейки. Да, дорогие стейки, говорит, ну, они там реально, скажем так, недешево, долларов по 60, по 70. Я думаю, а может мне устроите как-то? Говорит, а тут ребята, говорит, некоторые заканчивают, говорит, у тебя будет полчаса, говорит, минут 40. Тебе подадут, говорит, выбираешь, говорит, рибай, тебе подадут, говорит, через 10 минут. Бокал красного возьми, говорит, ну попробуешь. Он такой, пожалуйста, столик, короче. И меня посадил, я рибай, блин, ну это что-то с чем-то, короче. Ну вот такие воспоминания прямо вот про стейк. Я люблю стейки. Так, лично я скажу, да? Пора есть, мужики. Пора есть, но от себя скажу, вот именно твой стейк мне больше нравится, нежели даже больше моего, потому что я сам больше люблю прожарки рэр. Ага, и это даже чувствуется, грубо говоря, на зубах, что она мягче. Наши. Да, тут, если честно, ты переборщил с перцем. Перец должен присутствовать, но не так много. И у меня более-менее усредненная. Ага, из Ну, этого... на среднего, как бы, это получается. Вот, Да, это, грубо говоря, ресторановский стандарт, который не прогадаешь. Там и по соли у нас достаточно нормально, по перцу тоже. И средняя непроигранная прожарка. А вот твое именно, скажу, что лично я бы Эстет. выбрал, лично я бы выбрал бы с Эстетский выбор. кровью.
Так вот. Спасибо, спасибо. Позвали в гости и третье место присудили. Нет, ничего страшного, я закончу. Так, ну, как сказать, подведем итоги. Давайте. Давай. Мы тебе благодарны. Я еще хочу пожать тебе руку. Ты рассказал очень интересные нам истории. Спасибо. Мы узнали о тебе больше. И от себя тоже хочу сказать спасибо тебе за мясо. Мясо очень хорошее. И хочу передать слова уже Петру для завершения. Так, друзья, ну да, действительно, у нас эфирное время, как я люблю повторять, не резиновое. Рано или поздно все хорошее и плохое, любое, когда-нибудь заканчивается. Мы вынуждены заканчивать. Спасибо Евгению за то, что был сегодня нашим гостем. Спасибо, Евгений. Спасибо, что позвали. Да, Семен, спасибо за экспертную оценку и за первое место спасибо отдельно. Я тебе потом что-нибудь поставлю, молодец. Как мы и договаривались, так и ты сделал. И на этом мы заканчиваем. Смотрите, друзья, нас на канале Якутия-24 каждую субботу-воскресенье 18:15. До новых встреч. Ну что, мужики, к столу? Да. Давайте. А мы продолжаем кушать. Мы Да. кушаем, и ребята подходят. Да, кушайте, кушайте, кушайте. Самые вкусные кусочки.